Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Сергей Михедов. К сожалению, живых свидетелей Великой Победы, людей, которые своими глазами видели, как далась защита Отечества нашим предкам, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, детей войны, становится с каждым годом все меньше. И наша большая задача — сохранить эту память, передать ее молодежи и будущим поколениям в первозданном виде, без прикрас и преуменьшений. Именно поэтому было принято одно из важных решений — сохранить память, используя современные технологии. Так и появились современные исторические мультимедийные комплексы «Россия. Моя история». И сегодня у нас в гостях директор исторического парка «Россия. Моя история» в Якутске, член Общественной палаты Якутии Дмитрий Соловьев. Добрый вечер, Дмитрий Иванович. Добрый вечер. Ну и давайте немного погрузимся в историю создания парка. Кто принял такое важное для нашей страны, ну, Якутии в частности, решение? Ведь парк поистине большой, современный и очень интересный. Вообще решение о создании целой системы мультимедийных исторических парков было принято после того, как была создана экспозиция, посвященная 400-летию дома Романовых, правления Романовых. Она состоялась у нас в Херсонесе, затем в Манеже в Москве. И ее посетило более 250 тысяч человек за очень ограниченное время. Это было, значит, неделя или 10 дней. И после этого было принято решение, то есть буквально там очередь в 4 ряда стояла до, значит, памятника Жукову, через всю эту Манежную площадь. И даже эта выставка была продлена. И вопросы вообще, скажем, изучения истории в нашей стране, они обнаружили, скажем, такую остроту, что недостаточно у нас знания собственной истории, и эта проблема, она существенная и общегосударственная, и руководство страны по предложению председателя Патриаршего совета по культуре, это владыка Тихон, сейчас он митрополит Псковский и Парховский, принял решение, президент России принял решение о том, что принять это предложение о создании целой сети мультимедийных исторических парков, так как эта выставка была в мультимедийном виде создана, о создании таких исторических парков, где транслировалась бы история России с самых глубоких времен до настоящего момента. История у нас очень богатая, нашей страны это более 1000 лет. И в каждом регионе, в котором созданы исторические парки, они были созданы, это 24 региона в настоящий момент, условно говоря, от Якутска, Южно-Сахалинска на востоке, до Санкт-Петербурга, Ростова, Ставрополя, Волгограда, в западной части страны. Эта система развивается. В 2023-2024 годах планируется построить еще 14 исторических парков, и это очень радостное известие, потому что мы разрастаемся. И это доказывает то обстоятельство, что система исторических парков, она состоялась, она проявила себя с самой лучшей стороны. Это исторические парки по всей стране стали такими центрами просвещения, где проходят не только мероприятия, связанные с изучением и популяризацией нашей истории, а в частности в каждом регионе исторические парки, они транслируют и историю региона, что очень важно. И сейчас, кстати, недавно мы слышали и мысли нашего президента страны о том, что нужно по-особому подойти к изучению региональной истории. И в наших исторических парках везде, во всех 4 основных экспозициях, это Рюриковичи, Романовы, первая, вторая половина 20 века, везде присутствует наш региональный контент, так называемый. Это научно проработанная фактура по истории региона. Это большая очень работа. В нашем регионе, в Якутии, мы работали с нашим ведущим научно-исследовательским институтом гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, где была создана целая научная команда, которая подготовила более 250 статей научных
по истории Якутии. Это все было взаимоувязано с проектом истории Якутии. Вы, наверное, слышали. Вот трехтомник недавно мы получили. И наши жители, я думаю, что этому событию очень рады. Вот. Была проведена колоссальная работа по подбору иллюстративного материала, фотографий, были подготовлены викторины по истории Якутии, интерактивные книги различные, фильмы заложены в этот контент по истории Якутии и так далее. И вот получается, что сегодня мы на таком на гребне волны. И, как я уже сказал, это исторические парки, это как бы они создают такое единое гуманитарное пространство, в котором люди приобщаются не только к истории, они улавливают и какие-то тенденции развития своей страны, они приходят со своими идеями и проектами, и мы вместе генерируем интересные просветительские проекты самых разных форматов и практически на любой вкус и на любое поколение, на любой возраст. Ну, а я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39. Ну или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. Но все-таки хочется узнать поподробнее, как это работает изнутри. Вы уже сказали о совместной работе целой команды. А вообще, как создаются мультимедийные выставки? Кто занимался и техническим подключением? Ведь это колоссальный труд. Ну, у нас есть инженерный состав, и я очень благодарен своим коллегам, которые вот такую большую работу, во-первых, по поддержанию в постоянной, как говорится, готовности в техническом хорошем состоянии всех выставок. Это же у нас, если взять наше техническое оснащение этих выставок, у нас 315 только проекторов и где-то порядка 280 планшетных компьютеров. Плюс еще другие интерактивные технологии, это виртуальные книги, это Kinect-технологии, да? Вот, и это все должно работать. То есть, когда приходит к нам посетитель, он должен получить максимально как бы качественный продукт. В этой связи эта работа довольно напряженная. Вот, и наши инженера, видеоинженеры, значит, это наш музейно-выставочный отдел, специалисты, которые работают и с контентом, да, непосредственно, и с обработкой научного материала, фотографий, изображений. Они задумывают вот сами выставочные проекты, логику, построение, структуру, вот, отрабатывают вопросы с нашими партнерами, с музейным сообществом, допустим, с тем же Центром аудиовизуального наследия, с частными коллекционерами. Вот. И, наверное, можно сказать, что вот одним из ярких таких проектов, венцом нашей работы, можно назвать вот выставку современной истории Якутии, которую мы открыли в этом году к дате столетия. 22 апреля мы ее открыли и презентовали. И, в общем-то, получили очень приятные отзывы. И благодарны тоже за них. Предлагаю рассказать немножко подробнее. Расскажите, какие экспозиции постоянные существуют в музее, может быть, какие-то временные, или появились какие-то еще новые, можете об этом тоже рассказать. Ну, постоянные экспозиции у нас, вот я о них уже рассказал, и кроме этого у нас большое количество, ежегодно мы делаем временных выставочных тематических проектов на самые различные темы. Значит, ну, даже я вот заострить свое внимание сразу, наверное, сложно будет. Вот. У нас можно условно их подразделить, вот эти тематические проекты, на федеральные, которые идут по всей системе исторических парков. Это очень крупные проекты, очень важные проекты. Они посвящены, допустим, тематике Великой Отечественной войны, тематике истории, допустим, учительства в нашей стране. Вот. Были отдельные, значит, выставки, которые касались, допустим, Нюрнбергского трибунала. Была выставка, которая описывала деятельность НАТО
вот, и все, что с этим связано. То есть эти проекты перечислить довольно сложно. А что касается наших региональных выставок тематических, то их сложнее перечислить вдвойне. То есть у нас в музее примерно 8 выставочных пространств, вот, и мы эти все пространства должны заполнить. Вот, и поэтому у нас практически график выставок у нас очень плотный. Это выставки, ну, и по истории Якутии, и по различным отраслям деятельности. Вот, допустим, недавно стояла у нас выставка, посвященная охране лесов и борьбе с пожарами, да, что очень актуально. Вот сейчас у нас к столетию тоже находится выставка «100 именных алмазов к столетию Якутии», которую мы сделали совместно с компанией «Алроса» и правительством республики. Мы же знаем, что вот в честь героев, допустим, Советского Союза, социалистического труда, каких-то именитых, значит, деятелей нашей республики в разных отраслях присваиваются и имена алмазам, которые добываются уникальным алмазом, да, и получается, что они вне доступа, то есть мы как раз вот даем возможность ознакомиться с этими алмазами. Это точная копия, там есть информация, в честь кого эти алмазы названы. Также у нас выставка очень интересная в этом году открыта совместно с Институтом геокультурного развития «Путь Илляя». Это прародитель народа Саха, такой легендарный, и рассказывается и в таком мультимедийном формате очень интересно представлен, конечно же, при помощи компьютерной графики, и визуализации очень интересно, и с арт-объектами «Путь Илляя», вот до, собственно, текущего времени, что происходит с нашим народом, да, вот как мы сегодня живем. И эти проекты идут постоянно. Вот, буквально на днях мы открываем выставку, посвященную жизни и деятельности Михаила Ефимовича Николаева. Вот. Также у нас, вы, наверное, слышали, 4 ноября, в День народного единства, президент России открыл выставку в Манеже, которая называется «Украина на переломе эпох». Так вот, эта выставка у нас открывается уже 14 ноября. Вот система исторических парков, она тем и особенна, да, что одномоментно мы можем во всех 24, а через 2 года это уже будет система, так, 48 исторических парков по стране, если все будет по плану, и одномоментно транслировать вот самые разнообразные выставки для наших посетителей. Это очень удобно, это большой охват, вот, и это очень важные темы, несомненно. Основной посетитель парка, ну, кто он? Давайте составим усредненный портрет. Это молодой человек средних лет, или молодой человек, или пожилой? Но это в первую очередь молодежь. У нас, если взять только по билетам посетивших выставки, скажем, до 18 лет, у нас 100 тысяч человек, значит, школьники, и молодежь до 18 лет только 100 тысяч посетила. А также у нас мероприятия разнообразные посещаются. Вот сегодня у нас, допустим, мы отметили 25 лет колледжу технологии и дизайна. Да, очень интересная программа, мастер-классы, лекции. В рамках этой программы, а это очень особое и уникальное, я считаю, такое учреждение профобразования, которое как бы в своей деятельности, скажем, синтезирует вот культуру истоки, да, и творчество вот, исконное нашего народа, и преломляет его вот именно через призму современных технологий. Они тоже находятся в авангарде вот этой всей подготовки специалистов вот для креативной индустрии нашей республики. И вот сегодня, допустим, исконный способ добычи и выплавки железа был представлен. Вот. И мы же знаем, что насколько наш народ очень творческий, вот, хранит традиции. Вот, это
это здорово. И как раз вот исконный способ выплавки железа, и потом во что это превращается, и это и хомус, и нож, и другие предметы, и это косторезное искусство, и сейчас это уже самые современные направления подготовки. И вот это учреждение, оно у нас каждый год все новые и новые направления открывает. Вот, Ну вот крупные федеральные проекты, выставки, которые проводятся в парке за эти 5 лет. Кстати, парк отметил 5 лет недавно, хочется вас поздравить с 5-летием. да, спасибо большое. Направлены вот на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это вот память поколений, Победа 75, роль учителя. Расскажите об этих проектах подробнее, какие больше всего интересуют якутян. Ну, я должен сказать, что все эти выставки, они по-своему интересны. Вот. Над ними работают очень большие команды специалистов, и историков, и других экспертов вот, из самых разных научных учреждений. Собственно, как и наш основной контент, это тоже научный контент был подготовлен ведущими научными учреждениями и вузами нашей страны. Вот, федеральные проекты — это очень глубокие проекты, это очень содержательные проекты. Допустим, выставка «Вспомним», она нас возвращает ко времени Великой Отечественной войны, который, конечно, в нашем сердце отдается очень большой болью, но и вместе с тем мы гордимся подвигом наших воинов, нашего трудового тыла, нашего народа, в целом советского народа, который победил фашизм. И вот сегодня мы к этой теме все время возвращаемся, видя то, что происходит на, так сказать, на внешнем контуре, что сейчас происходит, да, и на Украине в том числе. Вот. То, что вы сказали, другие выставочные проекты, но это тоже проекты, которые имеют отношение и к тематике Великой Отечественной войны, и к другой актуальной тематике. Вот, в частности, выставка по образованию. У нас, кстати, был проект очень интересный по Александру Невскому. Александр Невский, значит, в ключе графического романа, так назывался. То есть он был в виде комикса. Вот. В этом плане он был очень интересен для молодого поколения, даже для школьников, для детей. Недавно, кстати, мы провели выставку «Жизнь с вирусами», вот, которая была создана с иммунобиологическим агентством России, вот, с нашим федеральным Роспотребнадзором. Вот, и мы открывали, кстати, с руководством нашего управления Роспотребнадзора эту выставку. И тоже много актуальной информации, допустим, о пандемиях, о том, как в разные периоды нашей истории с этими пандемиями шла борьба, и на каком уровне сегодня находится наша медицина и эпидемиология. Кстати, она на очень высоком уровне, как мы знаем. Вот, и нам есть чем гордиться вот в разных областях. И я вот считаю, глубоко убежден в том, что мы больше должны рассказывать об успехах нашей страны. Вот, не забывать об этом, потому что успехов много, но мы, наверное, их как-то не так, может быть, хорошо преподносим. Вот, допустим, и наша культура, и искусство, и спорт, и строительство, и авиационная промышленность, и ледокольный флот, и авиация, и атомная, значит, энергетика. А если взглянуть в историю, какой вклад внесла вообще Россия в мировое развитие, это можно об этом рассказывать очень долго. Поэтому у нас тем для того, чтобы их представить, их огромное множество. И мы будем над этим, конечно, работать. Сейчас мы работаем по тематике региональной. Как я уже сказал, допустим, в прошлом году мы совместно с Якутским научным центром представили выставку, которая называется «Академическая наука и технологии в Якутии». И она закончилась, вот третий этап выставки был посвящен уже нашим технологиям. Это мы совместно с технопарком Якутия, с Министерством инновационного развития представили. Вот, многие же этого тоже не знают. Я недавно был на круглом столе «Кустук», который проводили в Национальной библиотеке, и выступал Анатолий Аскалонович Семенов. И я был поражен, честно говоря, цифрами.
Я как-то сильно, может быть, не вдумывался о том, что у нас порядка 1000 предприятий, организаций выдают какой-то вот такой креативный, инновационный контент, то есть этот вклад. И все больше и больше, буквально там, как грибы растут, значит, в нашем общем валовом объеме производства, да, вот вклад этой инновационной отрасли. Вот этим тоже нужно гордиться, и вот этот предмет тоже нужно раскрывать, в том числе через вот такие выставки. Ну вот, я могу на эту тему, наверное, долго говорить, я боюсь, что... Смотрите, понятно, да, у нас контента много, очень богатая история. Ее стоит изучать, действительно, ее стоит изучать. А вообще сама молодежь, вот представители молодого поколения, как часто сами приходят к вам в музей, то есть не потому, что взрослые настояли, не потому, что учителя сказали в школе, а вот именно по своему желанию. Да, мы, конечно, хотели бы, чтобы к нам приходило как можно больше. Это каждый музей заинтересован, каждое учреждение культуры. И я вот, хорошо, что я как бы сейчас вспомнил, да, это очень важно отметить, мне кажется, сегодня, что государством создан уникальный вообще механизм, да, для посещения учреждений культуры. Это Пушкинская карта. И вот мы, наверное, в целом как бы этим немножко пренебрегаем, да. Наша молодежь, видимо, забывает, что у нее такая есть возможность, да, ну, в череде своих каких-то дел, событий. А ведь нужно об этом напомнить, что, в общем-то, 5000 в год — это тоже не такая маленькая сумма, тем более, что если учесть, что у нас, допустим, билет стоит 100 рублей, да, и во многие музеи тоже. И поэтому я бы хотел призвать всех наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, конечно же, воспользоваться данной возможностью и посетить наши культурные мероприятия, постановки, музеи, экспозиции. Вот. А если говорить о посещаемости, ну, групповое посещение у нас, кстати, довольно-таки затруднено. В связи с тем, что это связано со школьными автобусами, ну, такой регламент. То есть групповое посещение, оно возможно только при наличии специализированного транспортного средства, оборудованного соответствующим образом. Но тем не менее, несмотря на то, что у нас сейчас автобус до нас толком не ходит, да, это вот по автодорожной, там 14-й, 17-й автобус, а к нам вот 18-й автобус заезжал, сейчас он не заезжает. Тем не менее, статистика показывает, что нас посещает 200 человек ежедневно. 200 человек. Это, в принципе, неплохой показатель. И плюс к этому у нас идет посещение вот мероприятий. Допустим, сегодня вот было мероприятие, о котором я вам сказал. В нем, кстати, присутствовали не только студенты и преподаватели Якутского колледжа технологий, а присутствовали и просто жители Якутии, которые, ну, получили информацию. Конечно, информацию нужно быть как бы в информационном поле, нужно интересоваться, где что проходит. У нас очень много в Якутске проходит разного рода мероприятий. И кто желает, он, конечно же, для себя найдет много чего интересного. Ну, так что мы тоже призываем молодежь, молодое поколение посещать парк «Россия. Моя история». Парк, в принципе, открыт, учитывая, что есть Пушкинская карта. В течение года можно посетить достаточно много различных экспозиций и узнать для себя и открыть много чего нового. Да, и эти деньги просто сгорают, вот Да. что обидно. И они бы, конечно, могли бы пойти на, скажем, на совершенствование, на укрепление материальной базы, вот, на приобретение там костюмов в театре, допустим, да. Вот. Поэтому это тоже как бы, ну, двойной такой эффект. И спасибо правительству, что такое решение, в общем-то, продумало и приняло. Но вообще, насколько сегодня молодежь заинтересована в патриотическом воспитании? Вообще, насколько оно в целом нужно? Патриотическое воспитание — это очень важная вещь, и очень важная составляющая работы, я думаю, любого государства, вот, которое заинтересовано в том, чтобы жители задумывались о будущем своей страны. Вот. Патриотизм — это целый огромный комплекс мероприятий. Здесь должна работать и культура, и наша наука, и спорт, и общественные организации, вот, и лидеры общественного мнения. Да? Мы должны, я говорю, что больше говорить о наших успехах, о каких-то наших преимуществах. А ведь этих преимуществ огромное множество. И та же социальная сфера. Создаются все условия для саморазвития детей, молодежи.
вот, для образования. Вот, я думаю, что, конечно, сейчас правильно говорится о том, что патриотическому воспитанию нужно уделять больше внимания, потому что мы в какой-то мере занимались подготовкой специалистов, предметным образованием в школе, да, ну вот забывали составляющие именно патриотического воспитания. Это, ну, такой более широкий, скажем, круг направлений, которые наше молодое поколение должно было бы знать для того, чтобы, ну, достойно как бы представлять себя в обществе и вот и задумываться, как-то ассоциировать себя со своей республикой, со своей малой родиной, да, со своей большой родиной, вот, чтобы воспитывать чувство вот сопричастности к событиям. Вот, это должно, поэтому это вот все формы активности, по сути, и вот даже вот как географическое общество, я, да, тоже являюсь исполнительным директором, оно тоже вот, в принципе, направлена его работа на патриотизм, потому что мы должны знать лучше и историю свою, и культуру, и природную составляющую, и географию нашей страны. Да? Вот мы увлеклись поездками за рубеж, лучше, это уже притча во языцах, что мы лучше знаем там Египет, там, да, и Европу, чем собственную страну. А это действительно так. Поэтому сейчас, опять же, большие такие телодвижения, можно сказать, тектонические пошли в этом отношении, да, и это совершенно оправданно, потому что, ну, уж кому-кому, а России-то уж точно есть чем гордиться, вот. И это не только наши победы славные, вот, а это наши достижения, как я уже сказал, и в науке, и в спорте, и в культуре, вот, и в технологиях, и в промышленности. Вот, поэтому это, я говорю, что сложно как бы, ну, четко обозначить, вот патриотизм — это вот это, да? Это просто вот мы должны стараться, каждый на своем месте, я считаю, что прилагать максимум усилий для того, чтобы сделать что-то, улучшить что-то в своей стране. И когда вот это понимание придет и будет передаваться нашим детям, о том, что вот мы будем примером для них, да, что мы трудимся и что-то выдаем, какой-то продукт, и мы себя чувствуем патриотами этой страны. И это вот каким-то, наверное, такими флюидами, может быть, даже невидимыми, оно должно, вот, я думаю, что оно передается вот, нашему молодому поколению. Ну, а то, что просветительский контент мы должны, это вот и сейчас создается институт, допустим, советников, директоров школ по воспитательной работе, да, мы больше должны уделять внимание работе кураторов, допустим, студенческих групп, классных руководителей в школах, опять же, создавать условия для того, чтобы вот у них была возможность посещать и культурные учреждения, приглашать интересных людей, вот общество знания, допустим, да, вот это тоже такой сейчас интересный момент, что общество знания должно как-то активизировать свою работу, это наше глубокое такое понимание, что вот в советское время общество знания, оно звучало, да, вот сейчас оно тоже должно зазвучать, вот, но это зависит, конечно, тоже и от большого общества знания. Но что нужно сделать для того, чтобы юные россияне ценили подвиги наших предков, знали о них и могли различить, где правда, а где ложь, ну, скажем, в интернет-пространстве? Вот. И вообще, как интернет, на ваш взгляд, влияет на молодежь современную? Ну, интернет это, конечно, вообще информационное пространство, оно безгранично, это океан вообще информации. И сейчас вот мы смотрим на молодое поколение, оно живет в этом информационном пространстве, да, и порой даже трудно понять, вот, что, скажем, о чем думает молодой человек, вот, постоянно, вот, который идет в телефоне и что-то там делает, да. Вот. Ну, это такое поколение, это совершенно другие люди. Поэтому нужно, наверное, чем-то заинтересовать, в любом случае заинтересовать эту молодежь к познанию чего-то вот такого
скажем, из культуры своего народа, из примеров нашего прошлого, да, создать ну, больше вариантов коммуникации, да, вот на эту тему. И для этого мы, собственно, и работаем. Вот. А как бороться скажем, с какой-то вот такой негативной информацией? Ну, это довольно, наверное, сложно. Мы живем же в свободном мире, да, получается. Вот. Правда, сейчас идет трансформация, мы все ее ощущаем. Вот. Но тут даже, наверное, трудно сказать, но то, что я точно, совершенно четко для себя понимаю, что мы должны каким-то образом оградить молодое поколение от непроверенной какой-то вот информации, негативной информации, которая искаженной информации, да, и по поводу нашей истории, и по поводу вообще нашей страны очень много непроверенной и такой информации, которая, ну, сознательно искажается, ну, в интересах каких-то там игроков, да, на внешней арене и так далее. Вот, таким образом, я У нас считаю. остается буквально 4 минутки. Заключительный вопрос. Предлагаю порассуждать. Патриотом рождаются или становятся? Ну, это очевидно. Я считаю, что патриотами становятся. Вот. И тут важную роль играет семья, родители. Вот, это воспитание, это забота о старшем поколении, это помощь старшему поколению, это участие ну, в каких-то обязанностях в семье, помощь своим дедушкам, бабушкам. Да? Это вот тут вырастает патриотизм, по моему мнению. Вот он начинается вот с таких азов. Семьи, Сначала ответственность может какая-то, да, да, появляется, человек. с ответственности за ближнего, взаимная поддержка, помощь друг другу в семье. Вот. И дальше уже, когда человек проходит через уровни образования, соответственно, на каждом из этих уровней, ну, человек взрослеет, и он должен впитывать в себя какие-то новые постулаты, скажем, да, такие жизненные постулаты, вот, и становиться вот таким важным звеном и ощущать себя важным звеном в своем обществе. Вот, должна быть обязательно возможность для проявления его талантов именно здесь. Вот, и тогда он станет человеком, который будет связывать себя и свое будущее со своей страной, своей республикой, я считаю. Ну, у нас буквально пару минут. Насколько нам известно, Якутский парк «Россия. Моя история» получит одним из первых около 70 миллионов рублей на развитие, на техническое оснащение. Расскажите об этом. Что ждет якутян? Да, это очень ближайшее будущее? долгожданное решение. Дело в том, что у нас, вот, как я говорил, 315 проекторов, это ламповые проектора, и довольно-таки затратно менять эти лампы, они всего рассчитаны на 4000 часов, поэтому то, что лазерные проектора заменят у нас вот эти все ламповые проектора, это для нас просто, ну, радость большая, и такое решение принято, и из резервного фонда правительства до Российской Федерации до конца года, это федеральный проект, и вот нам будет выделено эти средства, и мы закупим эти проектора. И я думаю, что и в новом качестве наши посетители смогут познакомиться с историей нашей России, Якутии, и с временными выставками, которые мы будем вместе с вами всеми готовить, и будем радоваться вместе. Дмитрий Иванович, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, за интересный разговор. Спасибо, что нашли время. Поговорили о патриотическом воспитании, о ваших проектах. Ну, желаем вам развития, роста, расширения. Спасибо. Ну, а наших телезрителей приглашаем как можно чаще посещать музей «Россия. Моя история». Ну и, конечно, без истории нет человека. Человеку, наверное, важно и обязательно нужно знать свою историю. Ну, на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подходит к концу. С вами был Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.